В этом году всем нам грозит штамм гриппа AH1N1 Мичиган. Это разновидность свиного, который тяжело переносится и при этом еще очень и очень контактный. То есть заразиться им легче. В Россию он пока не пришел, а сам уровень заболеваемости, несмотря на уже прохладную погоду, еще низкий. Впрочем, это затишье перед бурей, достаточно краткосрочное. А потому нельзя терять время. Прививаться нужно без промедлений, чтобы организм успел выработать иммунитет. Тем более вакцина этого года рассчитана на борьбу и с этим штаммом. Так как ожидается свиной грипп, то заболеваемость должна начаться раньше, чем всегда мы ее ожидаем. Поэтому мы и должны закончить вакцинопрофилактику против гриппа как можно раньше. Сейчас в коме привиты те категории, которые чаще всего страдают от вирусных заболеваний. Дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, а также педагоги, медики и специалисты, которым по роду деятельности приходится много и часто контактировать. Активнее всего вакцинируется медперсонал. Из муниципалитетов в лидерах Вуктыльский район, Тройско-Печорский, Кайгородский и Инта. Здесь иммунизация за счет федеральных средств уже завершена. А вот хуже всего вакцинация проходит среди беременных. Они тоже в группе риска, как и их будущие дети. Инфекционисты настоятельно рекомендуют им и их окружению обезопаситься. Обязательно привить детей, особенно детей до 3 лет, детей, которые имеют хронические заболевания, взрослых тоже, которые имеют хронические заболевания, и пожилых людей. Вот те контингенты, которые очень тяжело переносят грипп. Помните сезон 2009, 2010, 2011, когда у нас были в республике случаи летальности беременных. К летальным случаям может привести внебольничная пневмония. Она, как правило, развивается на фоне гриппа, если организм заранее не был подготовлен. При этом часто даже бессимптомно. Вот почему важно пройти вакцинацию как можно большему числу людей. Всего за счет средств бюджета предполагается привить 40% населения. Но охват может быть и больше, если к сохранности здоровья своих работников подключатся и работодатели. Так, примером может служить Ухта, которая в прошлые годы неизменно показывала высокий результат. Охват иммунизации лиц, которые не относятся к контингентам рискам, определенным национальным календарем, а в данном регионе все-таки данных лиц достаточно много. Это нефтегазовый комплекс и лица, которые работают вахтовым методом труда. Их вакцинация была на высоком уровне в предыдущие годы, до 10 тысяч составлял охват. В этом году цифры по Ухте пока значительно ниже. На данный момент работодатели привили всего 2800 человек. Но тем не менее есть надежда, что прежний рубеж будет покорен. Во всяком случае, как отмечает Минздраве, интерес администрации города есть, как и самих руководителей предприятий. Эту практику стоит взять на вооружение и всем остальным муниципалитетам. В вакцинации нуждаются специалисты самого разного профиля. Все те, кто работает в неблагоприятных погодных условиях или первичная медицинская помощь которым затруднена. Особое же внимание работникам птицеводческих хозяйств, ведь у них двойная угроза. Помимо свиного может атаковать и птичий грипп. Любовь Лапина, Павел Юлианмин, телеканал Юрган.